Барсик, хочешь новость? Давай. Это последняя программа Чайковского на Белсат Лайф. Да ладно! А что теперь смотреть? Не знаю. Смотрю в окно. Вітаю, гэта Чайковскі ліф і пароды на навіны, якія ва ўсіх наслухах. Беларуская ветэрынарная кампанія, якая распрацавала для людзей вакцыну ад COVID-19, гатова да заваявання новай вышыні. Вакцина от алкоголизма. Эта вакцина не против алкоголизма, а это вакцина для того, чтобы человек оставался человеком, не ухудшая качество жизни, употребляя алкоголь. Каб чалавек застаўся чалавекам. Калі пасля чаркі чалавек застаецца чалавекам, то толку ад яе нуль. Таму што п'янаму, як мы ведаем, мора па калена. Праўда, ёсць у вакцыны і пабочныя эфекты. Хочацца патэлефанаваць былой і пазякаваць. Алло, Ленка, ну и что ж ты 4 утра? Звонила сказать тебе, что я изменился. Решил вообще новую жизнь начать. Да, укололся уже. Только не этим, а вакциной от алкоголизма, да. Которая возвращает человеческое лицо. Тварь ты подколодная. Вот только что. Еще в процессе всасывания. Короче, звоню тебе сказать, что люблю тебя очень. Их, паскуда ты конченая, еще не подействовала, понимаешь? Еще работает. Поменяла меня на этого Виталика с завода, который... Да он тебя вообще и даже не любит и не ценит. Я тебе скажу, что... Когда вакцина подействует, а она уже подействовала, ты будешь очень сильно жалеть о том, что потеряла такого замечательного, выдающегося человека, как меня. Фу, блядь, лучше бы я боярышника купил. Люблю тебя, Лена. На России дзеці зараз будуць гуляць у Сергея Александровича і Алену Владимировну. У іх з'явіўся айчынны аналаг Барбі і Кена. Гэта лялька-ўрач і лялька-медсестра. Іх назвалі самымі распаўсюджанымі імёнамі сярод маскоўскіх медыкаў. Гульню мы ведаем, у якую будуць гуляць гэтымі лялькамі. Сергей Александрович, вы свободны? О, да, Елена Владимировна, заходите. Сергей Александрович, посмотрите, пожалуйста, мне там что-то мешает. А ну давайте посмотрим. Ой, щекотно, Сергей Александрович. О, Елена Владимировна, это уже прогресс, раньше-то было больно. Ой. А давайте теперь посмотрим с этой стороны. Ой, Сергей Александрович, вы меня смущаете. Елена Владимировна, я же врач, я же все видел. Давайте же скорее проведем медосмотр, пока перерыв. Давай, возьми его. Папа, а почему ты играешь моими куклами? И почему Елена Владимировна ест Сергея Александровича посередине? Я хочу PlayStation. И маме ни слова? Да. Договорились. Люблю тебя, пап. У Беларусь для удзелу ў чарговых сумесных вучэннях сіламі аператыўнага рэагавання ДКБ зноў сцякаюцца ваенныя з усіх куткоў былога СССР. Вучэнне пад назвай «Узаемадзеянне 2023» пройдуць у Беларусі з 1 па 6 верасня. З гэтай нагоды краіны, якія мяжуюць з астраўком стабільнасці, пачалі перажываць. А ці не паўтарыцца сітуацыя як з Украінай? Бо ад вар'ятаў можна чакаць чаго заўгодна. Але не трэба перажываць, Лукашенко зноў усіх супакоіў. Чтобы не нагнетать
обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы и тактику, и стратегию на будущее. На будучиню! Ви розумієте? На будучиню! Яны не просто разглядаюць вайну, яны ведаюць, што яе зробяць. Пытанне толькі калі. Магчыма, падчас гэтых вучэнняў зноў калона паедзе не па той дарозе, на Варшаву ці Вільню. Тыпу заблудзіліся. Пыня спяшаецца. Збіральнік зямель савецкіх ведае, што яму, як галаўному здрадніку, недоўга засталося. Вось і рыхтуе наступ. А Лукашенко, так што Лукашенко? У яго ж сёння гарантую, заўтра ўжо і размову пра гэта не было. Потым карта з пазіцыямі, карацей, тапограф пі***ун. 100% ужо з пыняй усё прагаварылі. Так, Александр Григорьевич, давайте еще раз проговорим, что вы будете говорить, если мы нападем на Польшу. Владимир Владимирович, нахуя? Ты что, ты в своем уме? Ты же башкой поехал? Нет, не мне, прессе. А, я понял. Ну, значит, они хотели на нас сами напасть первые. Даже вон забор построили. У меня тут на карте он отмечен, между прочим. Там же и отмечены все 4 калитки, через которые готовилось нападение. Ну, это хорошо. А что вы скажете, если мы нападем, скажем, на Литву? Владимир Владимирович, куда ты что вообще поехал крышей? За ними ж НАТО. Не мне, прессе говорите, прессе. Эти литовцы, они сами провоцировали конфликт. То они границу закроют, то их не устраивала атомная электростанция, которая построена была возле их столицы Радом. Для них же строил. И, между прочим, по нашим разведданным, они хотели ее захватить и шантажировать нас угрозой подрыва. И если бы мы не напали первыми, то сейчас бы у центра Европы мы имели бы Чернобыль, литовско-рукотворный. Вот это хорошо, вот это очень хорошо, это надо запомнить. Но вот если мы нападем на Латвию... Когда? Нет, это чисто теоретически. Слушай, Владимир Владимирович, ты меня совсем запутал. Ты вообще собираешься нападать? И на кого? Александр Георгиевич, вы понимаете, что это военная тайна. Ну и вообще, если коллективный Запад одумается и вернет все как было, то всего этого может и не быть. Мля, ты интересный человек, Володенька. Я тут, между прочим, ставку сделал на 3 дня до Ла-Манша. Кучу бабла вбухал, а ты мне сейчас говоришь, что это может и не быть. Много поставили? $1 100 000 000. Ну, давайте так. Если этого не случится, я верну вам этот миллиард. И $100? Вот какой же вы все-таки мелочный человек, Александр Григорьевич. Я мелочный человек? Да ты только что хотел на Латвию напасть. Да ничего мы не хотели нападать. Ага, значит Латвию вычеркиваем. Остается только Польша и Литва. Так, ага, все, Александр Григорьевич, гадайте дальше. Вот что за человек? Сказал гадать, а на чем гадать не сказал. О, Коля, ты кофе уже выпил свой? Гушу не выбрасывай. І ў фінале песня гурта «Машына часу», а менавіта музыканта з беларускімі каранямі Андрэя Макарэвіча «Сонечны востраў». Все вельмі проста. Казцы падман, сонечны востраў, знік у туман паветраных замкаў, не носіць зямля. Хто памыліўся? Ты або я? Все вельмі проста.
Мимо гор золотых падают зорки, руки не ты, нема райської птушки, сярод крумкача, хто помилився, ти або я. Только весною тают снеги на воду мора. Есть береги, всіх нас согреє вера одна, хтось і поспіє, ти або я. На гэтым у меня ўсё. Слава Украіне, жыве Беларусь. Пабачымся, калі пабачымся.